Самат Хаштабекович, у вас есть вопрос? Можно один вопрос? Да. Вы оспариваете пункт 2, да, часть 1, 455 статьи. И первый пункт тоже. Первый пункт тоже, да. По второму пункту вы что-то в вашем обращении лишь подкреплены лишь просто доводами, да? У вас в практике были ли такие Да, я решения? вот насчет этого тоже. Перед тем, как обратиться в Конституционный суд, нет, вначале я суд, перед тем, как обратиться в Конституционный суд, ну, вначале как было, уважаемый докладчик уже указал, что вначале я обратился с ходатайством, мое ходатайство было частично удовлетворено, дело без отмены направили в Генеральную прокуратуру. Генеральная прокуратура допросила, я следователю сказал, я сам был бывшим следователем по особо важным делам. Я следователю сказал, извините, дорогой, здесь именем Кыргызской республики вынесен приговор, и он не отменен. Вы что, хотите меня еще это самое? Он говорит, ну я по реабилитирующим тогда будем. Я говорю, не надо, потому что здесь уже есть решение суда по данному вопросу. И генерально обращается с ходатайством об отмене. Но это их ходатайство было отказано в удовлетворении. Основанием было, не были допрошены потерпевшие и свидетели. Так и указано. Не 455 там, где не предусмотрено, а вот так. Но и в ходе вот этого судебного процесса один из членов судебной коллегии по уголовным делам задал прокурору вопрос, а где предусмотрена в УПК отмена постановления суда по вновь открывшимся обстоятельствам? Прямо он вот так спросил. На что прокурор не смог ничего ответить. И в дальнейшем я начал уже искать, когда отказали уже, начал уже изучать и на государственном, и на официальном языке УПК вот этой нормы статьи. Ну, выявлено было, которое уже устранено, там разночтение на государственном и официальном языке. И что вот это, ну, неконституционность. И я после того, как сюда обратился в Конституционный, я параллельно через неделю обратился в Верховный суд с ходатайством о возобновлении производства по вновь открывшимся обстоятельствам, указав, что в случае разночтения между государственным и официальным языком в соответствии с законом о нормативно-правовых актах действует государственный. А на государственном языке там по УПК можно было отменять. Жаңадан açылган жағдай, там и пункт 1 и 2 написано жаңадан, которое сейчас уже вот от 2 августа было изменено, и там қайтадан açылган жағдай уже исправили. Но на тот момент это не было исправлено, и я просил суд, чтобы они на официальном, на государственном языке рассмотрели. И далее, чтобы тоже сюда, чтобы в Конституционный суд я принес уже бумагу, ну, решение суда. Я знал, что они не это самое, но именно чтобы сюда принести, ну, показать, что подтверждение, что суд принимает неконституционную статью, вот эту, которая противоречит Конституции. И на что получила отказ в удовлетворении, и в этом постановлении суда указано, что невозможно трактовать это, пользоваться государственным языком, так как глава 53 называется «Жаңы жана қайтадан açылган жағдай». Если мы будем на государственном языке пользоваться, то выпадают новые обстоятельства. В связи с чем уже суд уже сам. Но пунктом 2 я просил отменить и рассмотреть в кассационном порядке. И пунктом 2 я просил в соответствии со статьей 102 Конституции обратиться в случае, если имеется разночтение, ну, при вынесении, что имеется, что она противоречит Конституции, суд обязан направить в Конституционный суд соответствующий запрос. Но, к сожалению, они в нарушении этой статьи 102 не направили. И вот уже вот эта статья новая действует уже через 3 дня, будет уже как 2 года. За 2 года
суд в нарушении вот этой конституции, статьи 102 Конституции Кыргызской Республики не направил ни запрос, а вот осужденные, незаконно осужденные, сами, защищая свои права, приходят сюда. У вас все, да? Еще есть вопрос, Самат Хаштубекович? Больше вопросов нет. Уважаемый судья, есть у вас вопросы? Уточняющий Да, вопрос. Вы скажите, пожалуйста, вот ваш случай полностью идентичен случаю вот изложенному Ацаковым, да? Вот вы приводите примеры. Я не изучал их. Привели то же самое основание, как У пример, них да? 451 по-моему. Понятно, нет, я имею в виду, в общем. Вы в качестве кого вы принимали участие в процессе? Осужденных. Вы осуждены, да? Вот, то есть вы, вот хотел уточнить, каков ваш статус на сегодняшний день? Осужденных, Вы считаетесь осужденным, да? да. Спасибо. И незаконно осужденные. Ну, понятно. Нет, там просто еще хотелось бы сказать, там первая инстанция оправдала, вторая инстанция отменила оправдательный и осудила за мошенничество в особо крупном размере. Особо крупный размер считался на тот период свыше 2,5 миллионов сомов. По моему уголовному делу нету там такого ущерба, 2,5 миллиона. И третья инстанция, которая вот это неправосудное судебное решение оставляет в силе. То есть были вопиющим образом нарушены нормы материального права. Присаживайтесь.